Владимир Путин согласился с предложением таджикского президента Эмомали Рахмона объявить амнистию в отношении некоторой части граждан Таджикистана, которым по различным причинам запрещено пребывание на территории Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, президент РФ поручил руководству Министерства внутренних дел России принять меры по решению этого вопроса. В нашей стране многое делается, чтобы прибывающие в Россию таджикистанцы, их семьи, близкие, имели достойные условия для жизни, учебы, труда, чувствовали себя безопасно и комфортно. Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2 миллиона граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики страны и для их семей, сказал Владимир Путин. 17 апреля в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Москву с официальным визитом. Обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений, меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, актуальны региональные проблемы, сообщил официальный сайт президента РФ. У нас и политический диалог налажен, и в военной области мы сотрудничаем, и в рамках АДКБ, и на двусторонней основе. Владимир Путин в начале встречи заявил, что почти в течение часа перед официальной встречей обсудил с Рахмоном некоторые ключевые направления нашего взаимодействия. Нам нет необходимости характеризовать наши отношения. Это поистине союзнические отношения, в полном смысле этого слова отношения стратегического партнерства. У нас и политический диалог налажен, и в военной области мы сотрудничаем, и в рамках АДКБ, и на двусторонней основе развиваются экономические отношения, подчеркнул Путин. Таджикский президент отметил, что Россия – ключевой стратегический партнер и союзник Таджикистана. Россия занимает лидирующее место в торгово-экономическом сотрудничестве Таджикистана. На подъеме находится сотрудничество сторон в культурно-гуманитарной сфере, укрепляется взаимодействие в сфере безопасности, отметил Рахмон. Напомним, глава Таджикистана в ходе своей первой встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным заявил, что рассчитывает на проведение в России очередного этапа амнистии для таджикских трудовых мигрантов. Кроме того, Рахмон просил Москву об упрощении процедур постановки на миграционный учет и получения патентов для своих граждан. Реакция властей России на последнее предложение неизвестна. 2 года назад более 122 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана, совершивших административные правонарушения в России, были амнистированы. Процедура амнистии для граждан Таджикистана прошла в марте-апреле 2017 года. По официальным данным, в трудовой миграции в России находятся более 1 миллиона граждан Таджикистана. Мигранты являются самой бесправной прослойкой населения в России. Обычным явлением стали случаи, когда у них при приеме на работу отбирают документы, а потом ничего не платят. Эмомали Рахмон в заявлении для прессы по итогам таджикско-российских переговоров на высшем уровне отметил, что в последние годы количество таджикских трудовых мигрантов, выезжающих в Российскую Федерацию, имеет тенденцию к сокращению. Так, в прошлом году с целью трудовой деятельности в Россию выехало около 480 тысяч граждан Таджикистана. Это на 50% меньше периодом пика данного процесса, первыми годами текущего десятилетия, когда в Российскую Федерацию выезжало до 1 миллиона наших трудовых мигрантов, приводит слова Рахмона пресс-служба президента Таджикистана. 16 апреля сторонники оппозиционного движения группы 24 организовали у стен Кремля акцию протеста против визита Рахмона в Москву. Они выложили видео об акции в Фейсбуке. Один из участников акции Рахматулла Мухаммад держит в руках надпись «Знакомьтесь, диктатор Рахмонов». Другой участник акции требует освободить всех таджикских политзаключенных. Группа 24 – общественно-политическое движение, созданное в 2012 году в Москве таджикским предпринимателем и оппозиционером Умарали Кувватовым, который был убит в январе 2015 года в Стамбуле. Основными своими задачами и целями движения считает изменение состава правительства Таджикистана, освобождение всех политических заключенных в стране, соблюдение прав и свобод человека, отмене закона о лидере нации,
создание на территории Таджикистана демократической страны, искоренение коррупции и стимулирование развития экономики Таджикистана. Движение группы 24 признано Верховным судом РТ экстремистским и запрещено на территории Таджикистана в октябре 2014 года. Россия остается активным экономическим партнером Таджикистана. Объем товарооборота между двумя странами в прошлом году составил более 1 миллиард долларов. Инвестиции России в экономику Таджикистана превысили 1,6 миллиарда долларов.